Здравствуйте, ребята! Предмет русская литература. Тема урока Марина Светаева. Если душа родилась крылатой. Цель урока — знакомство с жизнью и творчеством Светаевой, закрепить навык анализа поэтического произведения и третье — воспитывать любовь к поэзии, высокие нравственные и эстетические ценности. Прежде чем начать урок, давайте послушаем романс из кинофильма. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Я думаю, вы все узнали романс из кинофильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Но, наверное, не все знают, что слова к этой песне написаны Мариной Светаевой, жизнью и творчеством которой мы сегодня с вами познакомимся, ребята. «Мне нравится, что вы больны не мной», — сказала поэтесса. «А мне не нравится, что на земле есть кто-то, кто не болен Светаевой. Мне хочется, чтобы вы заболели ею. Сегодня я впервые хочу не согласиться с любимой поэтессой. Хочу, чтобы мы увидели, что красоту светаевской лирики, высокий трагизм ее стихов. Хочу, чтобы мы заболели ею». Давайте знакомиться с жизнью и творчеством Светаевой. Итак, осенью 1892 года в семье профессора Ивана Владимировича Светаева родилась дочь Марина. Мать Светаевой, Мария Александровна, одаренная пианистка, ученица Рубинштейна. Она умерла очень рано. Мама обучала ее игре на фортепиано и мечтала увидеть дочь музыкантом, а отец прививал любовь к качественной литературе и иностранным языкам. Детство, юность и молодость Светаевой прошли в Москве и в тихой провинциальной Тарусе. Отчасти за границей: Италия, Швейцария, Германия, Франция. Однако именно Москва оставалась любимым и желанным городом. Писать стихи Марина Светаева начала очень рано, в 6 лет. Еще будучи гимназисткой, Марина Светаева выпустила свой первый сборник «Вечерний альбом». Это было в 1910 году. Через 2 года следом выходит вторая книга «Волшебный фонарь». Шло время, и Марина из круглолицей девочки с глазами цвета крыжовника превратилась уже в невысокую светловолосую девушку с задумчивым взглядом. У Марины появилась глубокая страсть к книге. Она очень любила читать книги. В 1906 году Марина переезжает в Коктебель, и решилась Маринина судьба здесь. Это произошло в самом начале мая. Она собирала камешки на морском берегу. Он стал ей помогать, красивый грустный юноша с поразительно огромными глазами. Взглянув в них, Марина загадала: «Если он найдет и подарит мне сердолик, я выйду за него замуж». Конечно же, сердолик этот он нашел сразу же, на ощупь, и вложил ей в ладонь розовый крупный камень, который Марина хранила всю жизнь, который чудом уцелел и по сей день. Это был Сергей Ефрон, ставший впоследствии ее мужем. Именно ему будут посвящены лучшие стихи Светаевой. Значит, вопрос, ребята: какова она, первая любовь Марины Светаевой? Да, ребята, любовь Марины Светаевой всепоглощающая, безмерна и юна. Вот дети Светаевой. В сентябре 1912 года у Марины и Сергея уже родились. Родилась старшая дочь Ариадна. И в 1917 году вторая дочь родилась. Но она умерла в 3-летнем возрасте от голода в подмосковном приюте.
Что касается революции 1917 года, то ее понимание было сложным, противоречивым. Кровь, проливаемая в гражданской войне, отталкивала Светаеву от революции. Белый был, красным стал, кровь обогрела, красным был, белый стал, смерть победила. Это был плач, крик души поэтессы. Годы революции и гражданской войны были в жизни Светаевой трудными и драматичными. Умерла маленькая дочь Ирина из-за голода, отданная в приют. Со старшей дочерью Ариадной они испытывали не только жесточайшую нужду, холод и голод, но и трагедию одиночества. Муж Светаевой Сергей Фрон находился в рядах Белой добровольской армии, и от него третий год не было уже вестей. Ее лирика тех лет пронизана иступленным ожиданием и вся закутана в печаль. Писала она: «Я живу печалью». Стихов, посвященных разлуке, было написано немало. Они составили впоследствии книгу «Разлука». От Сергея так долго не было вестей. Жив ли, мучилась, ждала. И, наконец, весточка. Сергей Фрон в Праге. Светаева не приняла революцию и в мае 1922 года оставляет свой дом в России ради встречи с мужем. Прага понравилась Марине с первого взгляда. Воздух, люди, цветы, чистота, старые-старые камни и совсем другая жизнь. Марине было тогда всего лишь 29 лет. На какое-то время восторг и счастье отодвинули в далекое прошлое совсем недавние страхи во время перестрелок в Москве, голод, казавшийся вечными, и холод, и самое страшное – смерть младшей дочери Ирины. В Праге они жили счастливо. Вечерами Сережа читал что-то всем при свете лампы. Марина штопала, чинила, готовила, стирала. Так, значит, после ужаса военной жизни в Москве нынешний быт тяготел, конечно, но не очень. Сергей шутливо подтрунивал, что Аля превратилась в большого бегемота, который уже невозможно поднять на руки. Сам он в семье звался Лев, Марина Рысь, а самое главное, родился сын, о котором всегда мечтала Марина. Они назвали Георгий. В семье звали Мур. В 1936-37 годах Светаева уже готовилась к отъезду на родину. Марина осознала, что по своему духу она не иммигрант, а Россия. Никак не отпускает ее мысли и сердце. Сначала уехала Ариадна в Россию, следом Сергей Фрон, муж, уехал в Россию. Потом летом 1939 Марина с Георгием вернулись в Россию. Однако надежды, связанные с возвращением, не оправдались. На родине ее ожидали нищета и непечатание. Тяжелые удары судьбы обрушились на поэтессу. Арестованы муж и дочь, которых она нежно любила. Начинается Великая Отечественная война. Постоянная тревога за жизнь близких ей людей. Полная духовная изоляция. Ни весточки от друзей. И думы, испепеляющие душу, не оставляющие места желания жить. В августе 1941 года Марину Светаеву вместе с сыном Муром отправляют в Елабугу. Пришел провожать ее поэт Борис Пастернак и принес веревку, которой предстояло перевязать вещи. Отдавая ее Марине, он, смеясь, отметил, что веревка очень крепкая. Ей можно не только чемодан перевязать, но и повеситься на такой при необходимости. Его слова стали пророческими. У Марины не было больше мужа, расстрелян в 1941 году. Она не знала, что с дочерью она в лагерях. Между нею и сыном вырастала полоса отчуждения. И 31 августа хозяйка дома, где жила Марина с сыном, нашла в сенях постояльцу, повешенной на той самой злополучной веревке.
Светаева совершила самоубийство, пока никого не было дома. Никто не знает точно, где расположена могила великой поэтессы. Похоронили ее в Татарстане, в Алабуге. А вот место никто не запомнил, потому что не думали местные жители, что рядом с ними жила такая великая личность. Итак, мы вспомнили трудную судьбу Светаевой. И напоследок хочется прочитать вам еще раз отрывки Светаевой, стихотворение «Если душа родилась крылатой». Если душа родилась крылатой, что ей хорома, что ей хаты, что Чингисхан ей, что Орда, два на миру у меня врага, два близнеца, неразрывно слитых, голод голодных и сытость сытых. Если душа родилась крылатой, крылья — это движение, полет, путь, то, без чего нет Марины. Прекрасная исповедальная поэзия поэта. Именно поэта. Так называла себя она. Слово «поэтесса» она не любила. В проникновенных светаевских строках обнажается ее крылатая душа. Душа останется и на кустах рябины, которую так любила Марина. Итак, ребята, если на сегодняшнем уроке кто-то открыл для себя имя Марины Светаевой, ее стихи неповторимым ритмом и глубоким смыслом, то наш урок, то мы поработали не зря, то цель нашего урока достигнута. Домашнее задание — выучить наизусть одно из стихотворений Светаевой, подготовить его чтение и устный анализ. Второе — подготовить экскурсию о жизни и творчестве Светаевой. Третье — подготовить о жизни и творчестве Светаевой и сделать презентацию. И четвертое — написать мини-сочинение на тему «Мои впечатления о творчестве Марины Светаевой». И на этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. До свидания, ребята.